Нет, нету. Может быть, когда-то раньше было, когда был какой-то такой у меня переходный период, а сейчас все мирно, тихо, меня понимают, и я понимаю всех. У нас как бы в семье хорошие отношения, и с родителями никогда никаких конфликтов особых не было, поэтому нет. В нашей семье нет проблемы отцов и детей. Я думаю, что родители дали нам воспитание с малых лет, что сейчас они в нас полностью уверены в своих детях. В моей семье нет конфликта отцов и детей, не в той семье, из которой я вышла. У нас идеальные отношения с родителями. Мы уважаем наших родителей, наши родители делают все для детей. Я надеюсь, что я достойно воспитаю своих сыновей, чтобы конфликтов не было, были только уважительные отношения и любовь между отцами и детьми. Скорее всего, да. Есть. В большей степени из-за неопытности детей. Потому что отцы всегда хотят наставить на, так скажем, на путь истины, подсказать, а бунтарство молодежное, оно, наверное, не дает это сделать. У нас уважение в семье, у нас нет таких конфликтов. Я слушаю всегда маму, я слушаю всегда бабушку. Мы всегда так приходим к общему решению какому-то, и конфликта никакого, нет. Наверное, конфликт существует, но это в хорошем понимании. В любом случае конфликт отцов и детей должен быть. Every generation has its way. То есть это всегда, так и есть, но в хорошем понимании. То есть отец говорит об одном, сын говорит о другом, но они находят общий консенсус после этого конфликта. И это хорошо, правильно. Наверное, есть. Нет. Я решаю все моменты в доме. Да, слава богу, так произошло. Все прислушиваются к моему мнению. Нет, не существует. Альхамдулилля скажу. Мы дружные. Если даже какие-то конфликты происходят, то мы вместе сообща в кругу семьи решаем вопрос. Прям таких глобальных не думаю. Мы люди, поэтому иногда бывают какие-то недопонимания. У отца своего какое-то мировоззрение. У меня вообще свое, даже у братишек разные, поэтому, конечно же, бывает, но в принципе, взаимопонимание у нас есть.